Bizler общемыз Атырского журналистча, Бзилов Шабет, Эхипей Клариалху. Здравствуйте, уважаемые журналисты, здравствуйте, уважаемые участники общественного совета штаба по противодействию принятия закона о продаже апартаментов иностранцам. Напомню, что штаб был создан 21 июня 2023 года, спустя 2 дня после того, как президент Абхазии Ислам Джани направил законопроект о регулировании правового статуса апартаментов и апарт-отелей в парламент Республики Абхазия. После того, как мы объявили о создании штаба, было принято решение организовать общественный совет, и в общественный совет вступило 7 человек, общественных деятелей, известных в Абхазии личностей. Я сейчас назову, кто является участником совета, дальше мы перейдем к выступлениям, и если будут вопросы, то к вопросам тоже. Итак, в общественный совет входит председатель комитета по защите суверенитета Абхазии, герой Абхазии Ливан Мика, кавалер ордена Леона, народный художник Абхазии Батал Джипуа, ветеран национально-освободительного движения, кавалер ордена Леона Лаша Зухба, репатриант из Турции, кавалер ордена Леона Эркан Кутарба, общественный деятель, член общественной палаты Тенгиз Джопла, кандидат юридических наук Ираклий Бженава и юрист Саид Гизерда. Хочу отметить, что мы планировали пресс-конференцию провести еще в пятницу, однако Саид Гизерда немного приболел, и все участники штаба, совета штаба предложили перенести, потому что мы хотели, чтобы сегодня юрист тоже присутствовал. И Ираклий Бжена записал видеообращение, мы тоже передадим это видеообращение журналистам для того, чтобы вы смогли вставить в материал. Я сразу передам слово Ливан Мика. Зерфима Зехая Зазиги, Зерфима Зехая Зазилюа, Абра Айха Айзера Шахац Базипш Халагут пресс-конференция, Югу Базаровка, Псифила Такаха, Цуйху Базаров, Русфила Такаха, Цубритан, и в общем Саровка Харзахел. Я бы хотел здесь начать с того, что общественный совет мы создали для того, чтобы показать, насколько важен и насколько значение имеет общенационального свойства этот вопрос. Сегодня у нас в общественном совете вошли все общественные деятели. Мы умышленно не хотели, чтобы люди представили, что это общественный штаб будет работать как оппозиция и власть. Да? Мы хотели представить, что это общенациональный вопрос, и поэтому все участники, они представляют разные слои общества, разные сферы, и поэтому, я думаю, наш состав показателен в этом смысле. Штаб – это организационная структура, в которую войдут все желающие и общественные деятели, политические партии и совет, и разные организации, и политические в том числе. А что касается работы самого совета, то если вы спросите, кто принимает решение, кто направляет штаб, то именно совет. Вот, поэтому вот такое решение нами было принято. Вы в лицах видите людей, которые принимают решения. Штаб открыт для участия всех, поэтому мы ежедневно будем, информировать, что будет происходить в нашем штабе, какие акции, какие интервью и направления мы будем развивать в нашем штабе. Что касается, я хотел еще рассказать о предыстории самого нашего комитета по защите суверенитета.
Этот вопрос возник, как вы знаете, после того, как в парламент поступил закон о ПИЦУНе. И тогда настала необходимость также организоваться для того, чтобы противостоять этому антинародному закону, где огромная часть территории Абхазии выходила из-под юрисдикции Абхазии с нарушением всех конституционных норм Абхазии. Что касается этого закона, мы считаем, что этот закон выводит из-под юрисдикции не 200 гектаров земли, а почти большую половину Абхазии. И в результате принятия этого закона, а мы надеемся, что этот закон не то что будет принят, а будет отозван, большая часть территории Абхазии уйдет под строительство так называемых апартаментов, а на самом деле это жилье, где частные собственники могут получать в пожизненное владение эти апартаменты, квартиры фактически. И таким образом мы потеряем землю как ресурс для развития Абхазии и получим население кратное превосходящее наше коренное население. И это такая вот демографическая, так скажем, ловушка, в которую мы можем попасть и в которой мы уже оказывались, когда под предлогом экономических выгод и развития экономики еще в 30-е годы после убийства Нестора Лакова была заселена Абхазия. И второй момент, о котором я хотел сказать, это то, что в результате этого закона фактически мы превращаемся в символическую нацию. Эта символическая нация, вот Навахо в Америке считается символической нацией. Это народ, который живет в резервации, а на его территории, бывшей его территории, казино, отели, там, апартаменты, не знаю еще, но они не являются субъектом истории, не являются государством, и поэтому в этом случае мы потеряем субъектность и свой суверенитет, что является потерей всех наших завоеваний, которым наш народ шел столетиями, за которым было пролито огромное количество крови. Спасибо. Да. У нас формат такой короткий. Батал Джипун. Завершим зигина сижива. Рано со штаб юж бывачком свои из зиге копа копирумо. Зве халар галаз нахам колопа я нахколанза хайцмого. Хайцме паша форма разка ливан мика бзини шейфет вито. Рано изловала, анкара запам изловала. Абриус, абриачка. Халар галаз нахам колопа псухамазм. Банзер и абри خو псушала пташига шипхуцис находит. Из Махац и Шахар Лишкар бзил побияться на ква. Злынес абсолютно раньше имеет ширму макана. И хотером казец. Ай бишер спигер хотнам казет ахай бжи юхо. Ас ари шихава гио бриен а конфеты это шая было цена зве халар гала нахам колор сухаз. Манзер хак завет баша. Манзер гида чизлик халабула хайлала габра помнилати хайкна юкургала. Чизлик бжартохла габра хайлала ровет убиш друзат. Хара хахинзер гвих кучпер хзат. Убрик амар цезы хана габра эйз зиге. Алина сошантара прямо соседи гизи гизия навай вырвет унгала усуренала галаги тахас хозер и тархот.
иҟоу шыҟоу аҭоурыхтә ҿырԥштәы ааганы гьины иахьатәи аadministрара економистцәоуп, аҭоурыхҭҵааҩцәоуп, егьырҭ зегьы ауаа рхаҟынӡа, рбаҟынӡа, раԥхьаӡа зегьы иргылан, рыламыс аҟынӡа инеиуа, убас иҟалар анцәагьы игәаԥхо ҳаргьы ҳгәаԥхо зеиԥшым азы. Табу? Ваше зафу. Здравствуйте, дорогие друзья, дорогие зрители. Ну, хочу сказать пару слов. Я постараюсь быть немногословным. В принципе, ничего, наверное, нового не скажу, но все равно пару слов сказать должен. Ну, повторюсь немножко я за каждым из наших товарищей, которые уже говорили, то есть кто мы и для какой цели мы сегодня здесь собрались. То есть мы собрались здесь в общественный совет штаба, который создан для противодействия принятия закона на продаже апартаментов иностранцам. Вот мы 7 человек, это те, кто читают меня в Фейсбуке, знают, я писал об этом. Мы 7 человек составляем общественный совет штаба, а те люди, которые будут решения принимать в этом штабе, и те люди, которые будут нести ответственность за принятые решения. И касательно видения самой ситуации, видения этого закона, я повторю, мне кажется, что я ярким очень описал суть этого закона, Баталджоку в своем видеообращении, я повторю, просто напомню его слова, для того, что есть народы, которые, не имея государственности, имеют свой язык, культуру, традиции, духовность, и которым не угрожает физическое исчезновение с лица земли. В нашем случае, в случае нас, абхазов, мы создавали государство для того, чтобы сохранить свой этнос, сохранить свой народ, сохранить свою культуру, свой язык, свои традиции. И вот принятие такого закона, мы считаем, я считаю и мы считаем, что несет прямую угрозу и ликвидации. Хочу сказать, что в случае, если все-таки этот закон будет принят или будет приниматься, мы оставляем за собой право на адекватные меры для того, чтобы не допустить его принятия. Вот, в принципе, все, что я, наверное, хотел сказать на сегодняшний день. Дальше продолжит кто-то из наших товарищей. Спасибо. Ка? Обзиришься Аллахи зачкинчен, аплатша обзиришься Аллах хавашлар. И табу бсхарство хубрабшет за инициатива арпшна брюзичкара, ахто это нырха хайбарио ясхал. Хачта хигалу рацу из банда. Ария политика-то зарадзам, ария ажла рыхо зарадиеску, зароб хаскуяна гой. Я нагзалаги школа, что дивизия шустара хейби шаханалас гепсна, хыршим я пыргу и пшоп адниз гекон хуапсу аги, знайши сяртуа, ахшара шартуа. Я хейз будет лапчабала ахнкарри милат инициатива пыргаразы, ахразы, агадата хамза, адуния джиком зроху барию заналак, айжлар дарахала, хата дырхуа, ахнкарри тадырхуа, чмизирас яхауза, избанда Ариша Чашачала, Шуга Хадыш Целас Фияева, Дазна Дгилга Хтиб, Чазника Зин Рахта, Дыргула Багиб, Хараха Джагула Дзин, Ари политика Тичка Радзам, Ой Хавай Леджахан Стахуб, Акал Зари, Акам Зари, Цару Хаспуяна Гой. Аджида Джагула Дзам, Тунапатияу инвестиция, Аурси Ханипш наоборот, бизнес, бюджет, что хрази, это ху Господи, Хархадзгуй, Ахуяна, Гадзам Яхаму. Зигетина, Хадгил Зигетина, Зинритана, Мана Шукир Зелгазом, Ехин Зашату, апартамент Ахтаута, Багастин Сахтаута, Бшута Хуаха, Атум Вагани Тагала Раванала Галак, Хабхазарусский Шава Хадырли. Яша, Азгязбух Ехазумаха, Эй Бешрана, Хтик Шахриц Китаб Суахчидри, Шах Возги, Ча Милат Кихапа Баняу Бяхзин Дырвасфи. Сарадар запотуду закстоит хагул рибо хинкар тазикир милат кир вирак гир гимне схалас рхой аха сасмилат интереса нсихчу они вычеркнули мы вычеркнули мадур хлак бри занза хажлар иладерхой идергзой ирох марой хасбияны год абснаха сантцлаг рахс хабшир гир адуния запоту хазруку аха азин хаш
حبسات جلجة حرا حبشو مزاي أزجي ياش تخوح تعمشي أزجي دلاشوب تسرقوب همحي أبسوا متسرا يحتشر الشاف مشان بريق الوزر أحر أحتوي أجيس كاجلر خسر خنا شايح شيء تحكله هري политика تزارزم هري أبسوا متسرا حزارو بجيكي حالا خواجلرجي يخند خذوا وجبوي خاص كيرمزم شكالي على ريكس شو كده عشان زروق خب أخشوك رجع بطارة تدرتو يختو تارتوها حاجلر إنترس وحزتيتو باش احتقامه باش حرفو محبوب سحكرشي يجي باش كسرات كحشام ومكاني مخاص يجبو أو بيتحو ويز интеллигенции نركنا أجارة شروما маршрут دكتور مچاغي كوما университет جوسيوما درسيوت سيوت دزوستا زالاجي شاي شيدغل أزجيبو سوردا محسرتاو زم هزجو أزجي تب احتخوب حو زم ميلاد إنترس وروي داين واشتا تالزر يكو زيوزر وخالو إنترس كوشتوزر وتعشوكتوزر بسادجل يختوي بسادجل يعني لدكل زم يتم بتشكرتي محخيرة شزنا زام دستيز حشحكم زبسادجل استيوز زار بس يخطوب حسكويان يقول أجيس أنا تشكات سرستخوب شاي حيقولنا خطرنا ترح برلمان تأخذ قل البرلمان تاجي أري ححش خاص يشتغل خزدروي باش حرت قرار تخزر جواد البوش تحصل بيزبان دواج يخو يحرز بيش درو أبصار أبصار شذكروا حرب قلب البوش تحصل أبريز زبان الشدرن كل شيء يرجع حب حرب يتخو أمش كزيح خي حرب تبو Тажум Дарда, Кингиз Кёва, микрофон. Здравствуйте. Здесь очень много уже было сказано, основные проблемы, угрозы озвучены моими коллегами. Единственное, что я хочу сказать, что позиция штаба по этому законопроекту одна, она не изменится. Мы категорически отвергаем этот законопроект, не рассматриваем вообще возможность его обсуждения. Сегодня в обществе со стороны инициаторов этого закона навязана повестка обсуждения, обсуждаются отдельные положения этого законопроекта по количественным ограничениям, по территориальным ограничениям. Есть те, кто говорят, что необходимо принятие градостроительного кодекса, земельного кадастра. Мы считаем, что никакие требования, ограничения, условия, которые будут включены в законопроект, они у нас работать не будут. Не будут, потому что у нас такая среда, институциональная среда. На фоне вот сегодня, когда президент запускает этот законопроект парламента, обратите внимание на тот фонд, который существует в стране. У нас идет бесконтрольное строительство в столице. У нас бесконтрольное строительство в хаотичной прибрежной зоне, где особо ценные территории, особо ценные земли. Причем эти земли законодательно обозначены таковыми. У нас органы государственной власти фактически сквозь пальцы смотрят на происходящее, и общество вынуждено требовать от подрядчиков исполнения действующего законодательства. Иными словами, принятие, включение в этот законопроект каких-либо ограничений, они вряд ли чем-то нам помогут. Никаких препятствий они не создадут людям, которые будут заниматься строительством апартаментов. Принятием этого закона мы фактически открываем окно возможностей. И даже если мы его приоткроем хоть немного, с течением времени оно будет распахнуто из-за того, что у нас безответственность, высокий уровень безответственности, высокий уровень расхлябанности, у нас колоссальные социальные проблемы и высокий уровень коррупции в стране. У этого закона существуют очень серьезные негативные долгосрочные последствия. Эти последствия могут отразиться на будущем нашего поколения. В том числе может фактически поставить наше общество в ситуацию, в которой оно находилось в предвоенный год. Не стоит сравнивать Абхазию ни с Дубаем, ни с Саудовской Аравией, там, с Арабскими Эмиратами. Мы не рассматриваем вопрос, хорошо апартаменты или плохо. В той системе координат, в которой мы сегодня существуем, в условиях нашей действительности в Абхазии, тема апартамента недопустима. Ее даже нет смысла обсуждать. Вот. И последнее, что я хотел сказать. У нас масса других проблем в стране, проблем демографического характера. И инициаторам закона в большей степени нужно уделять внимание именно этому вопросу. В конце концов, здесь было сказано, что абхазский народ
проливал кровь за эту землю, завоевал свободу и независимость не для того, чтобы мы обеспечивали жилплощадь иностранных граждан. Спасибо. Я хочу отметить, что мы, конечно, и на эфире, и в Снахабар, и далее будем раскрывать отдельные положения в той части, почему это все недопустимо. Но небольшой такой юридический краткий анализ, почему нет, сейчас скажет, я думаю, Саид Гизерда. Добрый день. Для меня большая честь присутствовать сегодня и быть участником вот этой инициативы. Очень важная для меня, потому что эта тема апартаментов и апарт-отелей, как это заявлено в законе, это достаточно серьезная, недостаточно, а очень серьезная угроза многим аспектам существования нашей государственности. Отдельные какие-то вопросы я ранее уже озвучивал в других эфирах, но хотел бы сказать, что самое главное, вот этот вот закон об апарт-отелях, он угроза в том смысле, что его инициаторы не совсем понимают суть тех запретов, которые включены в нашу Конституцию, которые включены в наши законы. Наша Конституция, наши законы, такие как Земельный кодекс и все другие законы, связанные с охраной природных ресурсов, они сохраняют под контролем народа наши природные ресурсы, нашу землю. Никому не надо объяснять, что наша земля – это то, где осуществляется суверенитет государства. Если из-под народа забирать кусками землю, то понятно, что суверенитета у нас не останется. Вот таким пробным камнем была Пицунда, и мы видим, что абхазский народ, он проявил здесь свою волю, он очень четко показал свою позицию. То есть мне непонятно, почему на этом не останавливается наша исполнительная власть, она идет дальше и предлагает гораздо худший вариант, Пицунду, помноженную на бесконечность. Я хотел бы напомнить, что вообще, согласно Конституции, наша земля и ресурсы – это исключительная собственность республики, что уже были попытки в 2015 году протолкнуть закон, который назывался «Об особенностях оборота жилых помещений в Республике Абхазия». Мы помним, что обсуждение этого закона вызвало широкое неприятие, широкое возмущение в обществе, что народ собрался возле парламента, и этот закон был отклонен, не принят. Сейчас нам предлагают более такой изощренный вариант. Фактически нам предлагают то же самое, но в другой, совершенно точно сказал Тенгиз Обертки, это закон об апарт-отелях. И действительно я не вижу, по сути, существенной разницы между тем законом, который предлагался в 2015 году, и нынешним законом, поскольку в любом случае иностранные граждане получают право собственности на помещения, которые хитро называются нежилыми помещениями. Такого быть не может. Человек не может проживать в нежилых помещениях. И даже вот в этом моменте такая насмешка над тем, что у нас есть законодательство, над тем, что мы строим правовое государство, то есть абсолютное неуважение. Я хотел бы напомнить о том, что все вот эти запреты, которые касаются земли, которые касаются природных ресурсов, которые касаются жилья, это не просто какие-то юридические ограничения, которые вот так вот легко, безболезненно можно отклонить или от них избавиться. Это серьезные политико-правовые решения, которые направлены на сохранение суверенитета нашего государства. Потому что все беды в нашем государстве происходили из-за того, что из-под контроля народа выходила территория нашей страны. То есть не мы в итоге управляли этой территорией, мы должны об этом помнить. И вот этот наш очень болезненный исторический опыт, он нам подсказывает вот эти сегодняшние решения. Мы не должны, читая о событиях столетней давности, мы видим, что фактически мы опять же в ту же самую колею попадаем и повторяем ужасные ошибки, приведшие нас к
трагедии на самом деле. Мне кажется, что надо сказать нет всем этим решениям. Мы не можем, даже я считаю, что концептуально мы не можем обсуждать этот закон, мы не можем, как нам предлагают, обсуждать конкретные положения закона. Таким образом мы как бы даем легитимность этому процессу. Нет, мы должны сказать совершенно четкое нет вот этой процедуре обсуждения. Мы призываем депутатов также выразить свою отрицательную позицию по отношению к этому законопроекту. Спасибо. Спасибо. К сожалению, как я уже говорил, Ираклий Пшена не может присутствовать сегодня на пресс-конференции. Видео я предоставлю для телеканала. Если нет вопросов, то я зачитаю обращение, которое мы подготовили заранее сегодня. Марьяна, вопросов не будет? Тогда зачитаю обращение. Обращение Общественного совета штаба по противодействию принятия закона о продаже апартаментов иностранным гражданам. Пункт 1. Мы не приемлем принятие закона о регулировании правового статуса апарт-отелей и апартаментов в любой редакции. 2. Наша цель добиться того, чтобы парламент Республики Абхазия отклонил законопроект. 3. В случае, если парламент направит законопроект на сессию для его дальнейшего принятия в любой редакции, мы оставляем за собой право на действия, которые будут эквивалентны угрозам, которые несет в себе этот антиабхазский закон. И в конце, если нет больше никаких дополнений, я бы просто хотел от пресс-службы этого совета призвать всех патриотично настроенных наших граждан принять участие в работе штаба. Мы будем проводить массовые акции, мы будем проводить интервью, мы будем проводить круглые столы. Мы сделаем все, чтобы достучаться до каждого гражданина Республики Абхазия, где бы он ни находился в Абхазии или за ее пределами, что этот законопроект несет огромные угрозы для существования абхазского народа и абхазского государства. Существованию нашего народа. Соответственно, мы не ограничиваем себя ни в чем. Все доступные нами способы будут задействованы. И второе, то, что мы хотим, чтобы депутаты поняли всю ответственность, которая лежит на них. И для этого будут организованы встречи с депутатами, для того, чтобы они осознали эту большую ответственность и в какую ситуацию они могут ввергнуть наше общество, приняв этот закон. Спасибо.